1 сентября – знаменательный день в жизни любого человека. Этот день по всему миру 6-7-летние мальчишки и девчонки делают свой первый шаг навстречу взрослому будущему. Этот день они узнают имя того, кто станет их первым учителем. С этого дня начинается постижение знаний. Сначала в школе, а затем в вузах и профессиональных учебных заведениях. Одним словом, не случайно по всему миру 1 сентября отмечается как День знаний. Закончилась вот та черта, где мы переступаем порог детства, так сказать, потому что именно в институте мы научимся жизни, научимся жить. В этом году в Чеченской Республике новый учебный год начали более 213 тысяч учащихся средних общеобразовательных школ. Значительный рост количества школьников в республике связан с высокой рождаемостью, отмеченной в нашей республике в самом начале третьего тысячелетия. Соответственно, руководством республики предпринимаются усилия для обеспечения необходимых условий для дошкольного и школьного образования и воспитания. قابئبتا программа вот ахшира обсуждение ее $0 тун машит что дизер из программы ца обсуждение ее ца хабар дочь қабатта қабаттеса ее ца школа ейн таган дагватина. 1 сентября 2009 года свои двери для учащихся открыли 443 общеобразовательные школы, что на 6 школ больше, чем в 2008 году. По президентской программе восстановления к новому учебному году построено 45 новых школ. Капитальный ремонт проведен в 97 школах. По линии ФЦП построено 11 новых школ и восстановлено 16. Следует отметить, что новые учебные заведения построены на месте старых, не подлежащих восстановлению зданий. В Чеченской Республике также функционируют 4 специнтерната для детей с ограниченными возможностями и детей-сирот, 15 училищ начального профессионального образования, 7 техникумов и 138 детских садиков, в которых дошкольное образование получает более 17 тысяч детей. Более 1000 человек из числа выпускников прошлого года пошли на первый курс 3 государственных вузов Чеченской Республики. Вместе с тем 344 выпускника чеченских школ того же 2009 выпускного года приступили к учебе в вузах различных городов России. Хотя бесплатных мест для чеченских выпускников было забронировано больше, этим преимуществом воспользовались не все. Восполнить пробелы в знаниях они смогут на подготовительных отделениях российских вузов. По факультетам студенты разойдутся после праздничных мероприятий и получат свои студентские документы. Президентом Рамзаном Ахматовичем особое внимание, вы знаете, уделяется молодежи, образованию и их духовно-нравственному воспитанию. Мы сегодня не только готовы готовить высококвалифицированных специалистов, и все делаем, чтобы на уровне прошли все мероприятия, связанные с духовно-нравственным воспитанием. В преддверии священного месяца Рамадан состоялось и открытие Российского исламского университета имени шейха Кунта Хаджи. В его стенах будут получать высшее богословское образование мусульмане не только Чеченской Республики, но и других регионов Российской Федерации и зарубежных стран. 299 студентов начнут слушание по окончании священного месяца Рамадан. Студенты были приглашены сегодня в аудитории, прекрасной аудитории, которая оборудована по самому последнему слову. Группы определены кураторы. И многие ребята, конечно, и родители были удивлены тем, что они сегодня практически увидели. Так как наш вуз имеет очень хорошую материальную базу, а база такова, что несколько компьютерных классов, несколько лингофонных кабинетов. И гордость наша одна – это то, что мы имеем сейчас видеоконференц-зал, по которому мы можем связываться с любым вузом России и зарубежья. Кстати, таких конференц-залов сейчас практически на Северном Кавказе только несколько.
Министерство обороны Российской Федерации пошло навстречу чеченским абитуриентам и предоставило учащимся подготовительного отделения отсрочку от армии. А что касается самих будущих защитников Отечества, то здесь следует отметить, что Грозненское Суворовское училище приняло в этом году в свои ряды еще 100 молодых курсантов. Ваша смелость, ваша изобретательность, ваши творческие способности, ваша способность выдвигать новые идеи, наконец, ваше желание изменить мир к лучшему обеспечат каждому из вас, а стало быть, всем вам достойное будущее. Большую помощь в подготовке чеченских школ к новому учебному году и обеспечению их учебниками также оказывают российские военные. 27 тысяч экземпляров учебников и методических пособий отправлены из Сибири. Их передали в дар чеченским школьникам и учителям органы военного управления Министерства обороны России и Министерства внутренних дел Российской Федерации. К началу нового учебного года в Чеченской Республике силами Главного управления специального строительства Министерства обороны России отремонтировано и заново отстроено несколько школ. Министерство образования и науки Чеченской Республики в тесном сотрудничестве с командованием Приволжского военного округа внутренних войск МВД и Министерством образования Нижегородской области выпустило в свет чеченский букварь «Абат». Его тираж составил 20 тысяч экземпляров, и все чеченские первоклассники получили первую в своей жизни книгу бесплатно. В новом учебном году значительно пополнились фонды библиотеки Чеченского государственного университета. По инициативе Фонда гуманитарного содействия Чеченской Республики, созданного 3 года назад при Российской академии наук, собрано более 20 тысяч наименований учебников, художественной литературы и детских книг. Материально-техническое обеспечение Аллахтины, кроме строительства. 50 комплектов столового оборудования, кель полностью, импортное. 200 библиотек полным составом. То есть половина школ нашли новые, от справочника начиная, заканчивая, художественным произведением. 200 комплектов библиотек ЮАЯ, 40 компьютерных классов 1 сентября, на 40 тысяч посадочных мест партнершу завести на школу. Регион Российской Федерации не только в строительном, но и материально-техническом обеспечении подойти на это. По линии Министерства образования и науки Чеченской Республики книжным издательством выпущены в свет 2 части прописей на чеченском языке для учащихся первых классов – 27 тысяч экземпляров. Кроме этого, 18-тысячным тиражом издан учебник хрестоматии для учащихся 3-х классов на чеченском языке, а также 16 тысяч экземпляров хрестоматии по родной литературе для учащихся 5-х классов. Эти 3 издания уже переданы в Министерство образования и науки. Кроме того, подходит к завершению работа над учебниками грамматика чеченского языка для 6 класса, тираж 65 тысяч экземпляров, чеченская литература для 6 класса и история Чечни для 8 класса. Всего к началу учебного года выпущено 18 наименований учебников для учащихся Чеченской Республики общим тиражом 220 тысяч экземпляров. Директор школ обязательно без варенья школ. Сказал, дехкадр ахтан, ахена дан, жерем дан, бюджет ахчахлич, что ресурсов я проблемы отходят. Вот ахчадочин мы выходим, а мы отходим. Долго ахчадош, кило так, но шайги дан, лолбетч, вы инхальчи, шлерцейчи, каны хрястан. Также следует отметить, что процент успешно сдавших единый государственный экзамен в Чеченской Республике в среднем более высокий, чем в целом по России. Более 10 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Из них 77% сдали экзамен, преодолев минимальное количество 37 баллов, определенных в целом по России. Свою оценку реальным знаниям чеченских выпускников и работе по проведению ЕГЭ в Чеченской Республике дал и министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. Во время своей недавней встречи с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым Фурсенко отметил, что с большим уважением относится к тем усилиям, которые были предприняты в республике при проведении единого государственного экзамена. Цитата. «Я знаю, что не все результаты устраивают, но то, что экзамен был проведен честно и мы получили абсолютно чистую картину, бесспорно. И этому могут позавидовать некоторые регионы России, в том числе и многие ваши соседи. Я не хочу никого обидеть, но то честное отношение, с которым был реализован этот процесс, тоже очень важен для нас». Конец цитаты. Вероятно, такие положительные высказывания московских функционеров послужили поводом для увеличения числа бюджетных мест в столичных вузах для абитуриентов из Чеченской Республики. Как сообщил проректор по внешним связям Чеченского госуниверситета Шавади Арсалиев, всего для Чеченской Республики федеральным центром выделено более 500 мест для обучения в вузах страны. Из них в 3 вузах Санкт-Петербурга определено для абитуриентов из Чеченской Республики 21 место, а в 12 московских вузах изначально было определено 107 мест. После посвящения республики Андреем Фурсенко
Бурсенко и данной им высокой оценки организации и объективности ЕГЭ было принято решение об увеличении количества целевых московских вузов до 140. Это стало больше, фундамент заложить, вот 12 лет, 15 лет без образования, не понимаю. تخنا ويدونه اسنو زلج بيوتي دو كده والله دونه سوق دونه هاي ديش دو شاد عور دو كده بيش دونه شاد ديز الهور بير شو دلي وين اخ سوق شاش دوش دونه وقت ديش تشاب كيت بيز هورنا هورم هم دونه مرضلش مده كده دونه مرض دلي صار احيوغي اتشوش راح دوح 23 تيسج بيدو شكول دار 23 تيسج بيدو صار هوش صار دينا كده صار صلحة الله شو ده خير ده شو ده الوين ده أنا ديتي وين العدد اللي هو شو بس دينا شو كده أصلا هنسكيل على ده أنا خشطه ده أبرز وقت إنه проблема وين جو تصدق شو ده وين ده أنا نفسي 100% ده وين جو تصدق شو كده. Как известно, в рамках образовательной программы президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в начале этого года для учебы в европейские вузы выехали около 100 молодых ребят. В свое время Петр I отправлял юношей в европейские страны для постижения наук, и в народе они были прозваны петровскими птенцами. Так и здесь наших студентов прозвали кадыровскими орлятами. Эти ребята будут изучать естественные науки и в будущем пополнят научный потенциал республики. تابل خزل غوشي انت يروال غوشي دون بيزا مرزو دوشتون حيقل صوي كيتب ستون كيتب دون قلقت ايقي دون الدنيا نشوى حاول بيورو بريزيدنت مقالر دون ويقوم داخل ابرزواني نقوك دون كولتور سبورت بوش دون شو ميو بيو دون ويقام برسلاوي درداتس يبرسلاوي ده دون ويقوم داله إيمان دويلة الله كيتم دويلة شون دال موشل دويلة إزداد دون كيتم كيو دون بوخبة دون دال شو شاش نسلوش ويباش نسلوش وبيحاول حيخر خوي نسلوش أك دون ساد دون نسبة كنش أكثر دو ساد سن دون وين نسلوش دون ده هرتا دويلة. Подводя промежуточные итоги, можно отметить, что система образования Чеченской Республики прошла очень короткий по хронологии и успешный по результату процесс модернизации. Дело за малым – учиться, учиться и учиться.